Моноспектакль «Судите меня сами» по пьесе Алексея Балакаева «Калмычка» сегодня будет представлен во второй раз. Недавно состоялась его премьера, которая имела большой успех. Это история о непростой судьбе женщине по имени Бальджирма. Роль исполняет молодая, но уже полюбившаяся зрителю артистка Национального театра Марина Кикеева. В ее творческой карьере это первая работа в жанре монолога. Это наш автор. Это наша гордость, это наше наследие. Мы должны помнить об этом. Чувствуется вот во всех его произведениях то, что он переживает за будущее, за то, как, к чему придет калмыцкий народ. Среди почетных гостей фестиваля была Цагансар Мукукеновна, вдова писателя. Она не пропустила ни одного спектакля по произведениям супруга. На протяжении многих лет она поддерживала его в трудные минуты, была верной и надежной опорой во всем. Ну, с первых минут она прямо завладела нами, зрителями, да. Так на одном дыхании она сыграла. Я была поражена ее такой игрой, сколько у нее энергии, сколько вот любви к этому произведению. Это произведение было Алексеем Гучиновичем написано, тоже вот как на одном дыхании. За 2 недели он говорил, что даже я и в столовую не ходила, и выходить на улицу даже было не... Я, говорит, не знал, как можно было 300 страниц рукописи написать за 2 недели. Мне, говорит, казалось, какая-то сила водит мою руку по бумаге. Спектакль «Прощай, любезная» по одноименному произведению Балакаева рассказывает об истории, происходившей во второй половине XVIII века. Маленькая девочка-калмычка Бамбы Цицик попадает в семью на попечение русскому учителю из Астрахани. Он воспитывает ее в светском духе. Она получает хорошее образование. Девочка была оторвана от степи, но когда умирает приемный отец, она вынуждена вернуться в калмыцкий хатон. Ей было трудно прижиться. Между тем, русский юноша, которого она полюбила, уезжает на службу в Санкт-Петербург. Через много лет он возвращается к ней, но степь ее не отпускает, Бамбы Цицик погибает. В центре его повествования человек со своими бедами, печалями, радостями. Я раньше думал, что пьесы советского периода, написанные этим автором, они лягут в стол и все. Но сейчас я смотрю, отнюдь. Творческое начало в будущем народном писателе Калмыкии появилось рано. Еще в школе он сочинял стихи. Активно писать Балакаев начал после сибирской ссылки. Вернувшись на родину, он работал в газете «Хальмыкюн». В это время появились многие его произведения, а Калмыцкий драматический театр остро нуждался в новых пьесах. Так, в марте 1964 года на сцене театра был поставлен спектакль по первой пьесе начинающего драматурга Иткл «Верность», который очень понравился зрителям. Затем увидели свет рампы пьесы «Элистинский вальс», «Черная кость», «Свадьба», «Правительственная задания» и другие. В советское время постановки по произведениям Алексея Балакаева были успешными, но потом долго не шли. А сейчас они снова популярны и любимы зрителями. Татьяна Зубцова, Николай Хулхачиев, Вести Калмыкия.